Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: чему быть и чего вам не миновать. Загадайте, пожалуйста, на себя и обязательно загадайте свой срок. Давайте посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, не забывайте, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, свое не пропускайте. И раз вы открыли это видео, здесь точно есть для вас нужная, ценная и полезная информация. Итак, чему же быть? А быть победе. Победе, причем сложной. Давайте так, победа с левой стороны. Либо вопреки, либо с большими усилиями, да, огромным трудом, ценой. Но победу вы одержите. Здесь как будто бы схватка за жизнь, за будущее, за счастье. У кого-то за любовь отыграется. Вижу, что вы будете сражаться, и вы победу одержите. Сражаетесь вы против какого-то, не знаю, спрута, какое-то чудовище с такими, знаете, как щупальцами, да, очень много щупалец. Сложно будет, но вы это сделаете ради своей цели. Ради своей цели вы это сделаете. Знаете, вам как будто бы высшие силы в этом будут помогать, подсказывать, силы вам давать, энергию вам давать. Победа сложная, но вы этого добьетесь. Вы точно победите. Еще с левой стороны огромная гора перед вами. Смотрите, вам суждено, и это точно будет, не миновать, да, зайти на эту гору. Тоже будет очень сложно и скользко, и холодно, и камни будут сыпаться сверху на вас, да, какие-то проблемы, может быть, возникнут. Но вы на эту гору взойдете. По-любому зайдете. Нет других вариантов для вас. Вы сами такой человек, принципиальный, человек, который не терпит поражений, человек, который не пасует перед трудностями, но гору вы эту точно одолеете. Смотрите, по поводу этой горы. У одних отыграется это ваш сложный путь к успеху, сложный путь к мечте, либо сложный путь в решении какой-то очень серьезной проблемы. Я бы даже сказала, глобальной проблемы в вашей жизни. На гору вы взойдете. С трудом, конечно, но взойдете. Так, центр. В центре у меня два человечка на одном плоту, а над ними огромная чаша. Сверху в чашу постоянно, знаете, как из фонтана льет вода, и чаша всегда прям переполнена. Любовь. Это про любовь, это про семейное счастье. Любовь через край. Любовь, которая дарована вам свыше. Вы, наверное, слышали, да, что любовь — это все-таки дар. Не каждый человек умеет любить не только другого, ближнего, но и самого себя. Не все могут себя полюбить, и не все себя любят. А у вас прям взаимная любовь через край. Если вы сейчас одиноки, да, одна женщина, один мужчина, зашли на эту отсыпку, считайте, что вам небесами обещано, что вы свою любовь найдете. Истинную любовь. Там, где любите вы, и там, где вы любимы. Очень, кстати, счастливая у вас будет любовь. Помимо всего прочего, благодаря этой любви у вас и жизнь будет наполненная. И здесь не просто это метафора, здесь все-таки речь идет более о каких-то материальных вещах.
То есть у вас будет свой дом, у вас будет там машина, счет в банке, хорошие условия, да? Жизнь будет наполнена. Просто крутой знак, он еще и в центре находится. И, кстати, он находится в корне рисунка. То есть это событие, оно уже вот где-то рядом с вами. Тот срок, который вы загадали, вот самое начало этого срока, когда произойдет эта любовь, либо воссоединение любящих людей. Просто чудесно. С правой стороны вы тут кого-то оседлали. Причем вы... Мне почему-то идет, что это корова, это не лошадь. Это именно корова. Вы ее оседлали, но вы на ней не сидите, а вы на ней стоите. Ну, корова — это очень круто. Это молоко, это мясо. Да? Коров называли раньше, кормилицами называли. А, например, в Индии корова — это священное животное. Понимаете, до чего вы дойдете, доживете в своей жизни с правой стороны. Но опять же, это у вас на роду написано. То, что идет справа, это будет легко, и то, что написано на роду. То, что слева, это то, что вы будете добиваться. Нелегко, но будете добиваться. Ну что ж, я вас поздравляю. Вы оседлаете эту корову, и вы ее направляете не по ровной стезе, а вы ее направляете вперед и вверх. Вверх, видите, она идет к центру рисунка. Шикарный знак, обещающий вам и долголетие, и благополучие, и финансовую стабильность, и даже какую-то новую роль в жизни, потому что на корове вы не сидите, вы на ней стоите. Понимаете, высокое место в обществе, на социальной ступеньке, да, очень высокое. Ну, замечательно. Дай Боже, как говорится, да поскорее. Так, в маленькой лодочке человечек сквозь шторм пробирается. А лодочка прям такая крошечная, прям такая, знаете, ну вот хиленькая, да, вот-вот она разобьется об волны. Но вы знаете, этот человек доберется, ваша любовь хранит этого человека. И этот человек обязательно будет рядом с вами, войдет в вашу жизнь, войдет в ваш дом, доедет, приедет. Ваша любовь хранит этого человека. Представляете, какой силой вы обладаете? Какова ваша любовь, насколько она мощная, сохранит и спасет этого человека. Ну и позволит вернуться к вам, вернуться в вашу жизнь. Еще я вижу, что вам будет ясно светить луна. Ну, для женщин луна — это красота, это женская сила. И также луна говорит о способностях, талантах, каком-то нереальном потенциале. Вам светит луна, она светит прямо на вас, с левой стороны. Скорее всего, знаете как, вы, наверное, в себя не совсем верите, либо сомневаетесь, может быть, вы излишне скромны, считаете себя, может быть, заурядной личностью. А кажется, что все это не так. Ну, у кого-то талант не только откроется, но и будет реализован. У кого-то из вас действительно какие-то уникальные способности, да, дремлят внутри вас. И вы их не только обнаружите, пробудите, но еще будете очень активно этим пользоваться, еще и успешно пользоваться. Да, опять же, для женщин красота. Вы долго будете оставаться очень красивой и молодо выглядеть. Хороший, сильный знак. Здесь голубь у вас в центре. Хоть и маленький, но он есть. Родная душа. Душа, которая безумно вас любила при жизни и любит до сих пор. Знаете, как вестник, как хранитель, как даже оберег, можно сказать. Рядом с вами всегда есть душа того, либо той, кто вас очень-очень сильно любил и продолжает любить. Знаете, как знаки вам будут посылать, подсказочки давать и даже защищать в каких-то сложных моментах. Ну вот видите, какой красивый у нас голубь. Здесь немножечко такая картинка страшненькая, но вы не пугайтесь.
Ну, давайте так, вы как будто бы из кого-то выгоняете зло. С правой стороны идет, значит, это ваша судьба. Из кого-то выгнать зло, как этот экзорцист, да, изгоняющий дьявола. Может быть, в прямом смысле слова вы по Луне раскроете свои тайные таланты и станете очень крутым эзотериком, станете магом, целителем можете стать. Опять же, человек, который близок к высшим силам. Да, может быть, слово у вас настолько мощное будет, что вы одним словом сможете спасать людей. Вот как кого-то вы исцеляете, какое-то зло изгоняете. Еще, возможно, есть на вас какой-то негатив, либо на ваших близких. Вы это чувствуете, но, например, сейчас вы не в силах от этого избавиться. Либо вы сейчас ищете пути выхода, да, как от этого избавиться. Смотрите, вы найдете, и зло вы точно изгоните, искорените. Но здесь явно вы кого-то спасаете, спасете. Но в этом есть ваша судьба, в этом и есть ваше предназначение. Спасать, помогать, либо спасти, помочь. Благодаря вам человек как будто бы обретает нормальную, полноценную, новую жизнь. И еще знаете, что может быть? Алкоголизм — это же тоже ужасное зло, это же ужасный негатив. Люди, которые алкоголики, да, с алкозависимостью, они же все одержимые, у них у всех есть подселенцы. И чем больше человек пьет, тем более подселенец в нем растет, тем более одержимее он становится. Вот вижу, что вы кого-то спасете. Вы как хотите, но точно спасете. Это, кстати, богоугодное дело. Вам за это обязательно будет награда. Хотя вижу, что наград вы особых не ждете. Вы не тот человек, который будет за доброе дело награду просить. Наоборот, вы очень скромны. С левой стороны овечка вышла. Маленькая овечка. Я бы даже сказала ягненок. Ну, либо человек настолько... Не хочу никого обижать, но вот почему-то идет слово «бестолковый». Вы меня извините, но вот кажется, что бестолковый человек. И я вижу, что вы этого человека будете учить уму-разума, подсказывать, наставлять и даже, возможно, к чему-то подталкивать. И знаете, благодаря вам эта овечка очень многого в жизни добьется. И вопреки стереотипам никогда не забудет, что все, чего она добилась, я имею в виду овечка, да, это все благодаря вам. То есть человек будет благодарен вам просто по гроб жизни. И вы всегда будете ощущать эту благодарность. Ну, допустим, кто это может быть? Может быть, муж у вас непутевый, либо жена непутевая. Может быть, ребенок, да, ребенок, который в какое-то время, либо в силу обстоятельств, не знаю, генетики, немножко сбился с правильного пути, а вы вот прям жизнь ложите на то, чтобы ребенок ваш вырос достойным человеком, успешным, полноценным, да, и от жизни взял лучшее. Еще по таким овечкам могут всякие родственники проходить, родственники, которые вот, как обременением висят на вашей спине, да, за которых вы отвечаете. Но как бы там ни было, вы прекрасно справитесь с этой ролью. И человек действительно будет вам благодарен. Благодарен, никогда этого не забудет и всегда будет пытаться вас отблагодарить. Вот сколько бы там времени не прошло, лет не прошло, всегда будет пытаться вас отблагодарить. Так, еще я вижу друга, друг либо подруга, человек, совершенно на вас не похожий в чем-то, но при этом с этим человеком вы ближе даже, чем там близнецы. Да, вот какая-то связь возникнет, как родная душа. Но здесь именно дружба просматривается. Дружба, партнерство, всякие, знаете, такие компаньонские вещи. Но кто-то должен появиться еще в вашей жизни. И информация вышла в левой стороне. Скорее всего, вы очень сильно разочарованы в людях, в дружбе. Да, много вас предавали и обижали, и пользовались вами. Да, не верите вы, да, что бывает такая дружба. Будет.
Будет. Либо вы не верите, что бывают честные партнеры, например. Будет. Это точно будет. Такой человек рядом с вами появится. Так, в самом венце огромный сапог смотрит в вашу сторону. Ну, по сапогу что? Дороги открыты. Вы можете двигаться, куда вам захочется, и не встречать сопротивления. Либо, возможно, даже как переезд. Да, переезд на новое место жительства. В новый дом, в другой город, может быть, даже в другую страну. И еще по левую сторону у вас огромная пчела. Пчела, которая улетает. Ну, пчелы у нас кто? Труженики. Да? Пчелки очень много и тяжело работают. Скорее всего, какая-то тяжелая, неблагодарная работа, либо тяжелая физическая работа. Вот она исчезнет из вашей жизни. Исчезнет. То есть вам не нужно будет так тяжело физически работать. Ну, замечательно, просто чудесно. Так, мои хорошие, спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.